Салем Дустар, Салем Жестар. Сегодня мой последний день в Алматы, точнее даже не день, а ночь в Алматы последняя. И сегодня вот 25 числа получается, я с утра съездила на барахолку, потом, в общем, вечером, даже не вечером, ближе к обеду, получается, я сходила, забрала, короче, автограф у группы Таныс, они мне обещали, я забыла. И, в общем, я побывала на Коктебе, мне очень понравилось. Еще насчет 24 числа, я вроде ничего не рассказывала, да, больно. 24 числа с утра мне написала девушка, что давай встретимся, я тебя заберу, мы с тобой погуляем. Значит, мы с ней, в общем, встретились вот. И поехали к ней домой. У меня этот влог есть. В принципе, я его, когда приеду в Уфу, в Россию, я его, короче, монтаж сделаю, выложу. В общем, мы поехали к ней домой, покушали, потом мы пошли гулять на Арбат. Ну и как бы до этого видео увидели, да, у меня было, я устраивала фан-встречу, на самом деле очень мало людей пришло. В принципе, я не ожидала, что будет много народу, потому что, да, у всех свои планы, каждым своим всем занимается. Ну, мы погуляли, просто посидели и потом поехали домой. То есть пораньше легли спать, чтобы уже, вот, получается, 25-го утром ехать на барахолку. Но, в общем, вот, на барахолку, получается, я проехала. То есть я выложила пост в Инстаграме, типа, кто хочет со мной на барахолку тоже съездить. И один парнишка, у которого тоже маленькие магазинчики на барахолке, он откликнулся. Он меня там встретил, проводил, все показал. Потом другой молодой человек тоже, он, получается, туда уже подъехал, с нами походил. И потом отвез меня в очень такой вкусный, классный кафе-ресторан. Блин, он мне несколько раз говорил название, но у меня, серьезно, у меня как будто память, как у рыбки, то есть я забываю. Тем более ваши названия, в принципе, даже улиц, да, они немножко сложноваты для человека, который, в принципе, как бы, ну, живет в российской стране, потому что там у вас Толебиево. Толеби — это единственная улица, которую я запомнила, потому что я свою улицу, то есть я вот жила на Сае, на Шаляпина, для меня было сложно запомнить все равно, потому что у вас проспекты у нас все равно немножечко в России в этом плане полегче. Вот, поэтому для меня пока сложно все равно ориентироваться, но в будущем, надеюсь, как бы, если я еще приеду в Казахстан, это будет уже полегче, потому что первый раз всегда всем сложно. В общем, вот, потом мы покушали очень классном таком ресторане. В общем, этот ресторан открыт якобы, ну даже не якобы, а под руководством, так скажем, какого-то очень классного такого блогера. Он еще с женой, как говорит, снимает свои вайны. На Мэ его фамилия, имя не скажу точно, не помню. В общем, вот, то есть мы покушали там очень вкусный плов, меня угостили, это было просто безумно вкусно, серьезно. И я просто благодарна этому человеку, потому что на самом деле, то есть, да, я сама первоначально говорила, что я боюсь, да, встречаться с там парнями, но чисто из-за того, что мы встретились днем, как бы для меня это было не страшно. Многие очень парни в Казахстане, да, предлагали мне погулять именно ночью по Алматы, покататься, поэтому я отказывала, потому что, во-первых, мне самой страшно, потому что у каждого парня свои тараканы в голове есть, хоть я и понимаю, что, как бы, казахское гостеприимство, все дела. Но извините меня, как говорится, да, в семье не без уродов, и в России есть такие уникальные, так скажем, парни, которые, знаете, увезут, и ты не поймешь себя, куда везут. Тем более, если ты как бы первый раз в стране и немного знаешь. Вот, в общем. Потом меня вот как раз-таки этот же молодой человек свозил, я забрала автограф у Таныс. Это я все в Инстаграме выкладываю, как бы, если в Инстаграме вы сидите, не сидите, как бы посмотрите, потому что сейчас лично показывать, я вот уже чемодан, кстати, собрала, вот реально передо мной чемодан стоит, мне очень сложно это сейчас все опять доставать, вам показывать. Так я это все, в принципе, во влогах у меня будет, я вот когда приеду домой, монтаж сделаю, это все будет. Вот, потом вот Коктебе мне тоже очень понравилось, также как бы влоги, все, я не хочу много сейчас рассказывать, потому что потом просто влоги, мне кажется, будет неинтересно людям смотреть. И сейчас вот как раз-таки минут 5 назад я прочитала все комментарии, которые оставляют мне люди, и многие писали, почему, типа, ты приехала в Казахстан именно в это время все студенты, типа, уезжают, родители собирают детей в школу, это, типа, вообще не то время для Казахстана. Извините, ребят, но раньше у меня тоже не получалось приехать, потому что в июне месяце у меня сессия, то есть последний экзамен сессии я сдала 3 июля.
После этого у меня тут же началась практика, то есть я 2 недели была на практике, чисто сидела. Потом у меня оставалось, грубо говоря, там неделька, да, чтобы собрать вещи, приготовиться на поездку. И вот получилось так, что я приехала именно 19 августа сюда. Да, я понимаю, что надо было как-то заранее об этом сообщать всем, но поверьте мне, за месяц в каждой реакции я говорила то, что я еду в Казахстан, то, что я буду, и тот, кто смотрел меня давно, тот, кто смотрит, вообще интересуется именно моими реакциями, да, как бы все прекрасно знали, что я приезжаю. И в Инстаграме я об этом освещала просто по полной программе, то есть все знали, что я приеду. И когда мне некоторые говорят, что мы не знали, ну, как бы, блин, извините, как бы я пыталась говорить это везде. Потом многие тоже писали, были такие комментарии, типа, а, были, кстати, как и положительные, в принципе, комментарии, так и негативные. Вот один комментарий был, почему, как, типа, у тебя память такая плохая, что ты даже не запоминаешь улицы, не запоминаешь места. Извините меня, я нахожусь в другом городе, и мне кажется, если вы приехали бы в мой город, для вас улицы, допустим, такие же, как Таллинская, Дагестанская, Ухтомского, или что-то из этого, примерно было бы то же самое. То есть, если вы привыкли, что вы говорите чисто проспект, допустим, да, пересечение проспектов, и люди понимают, то есть, где вы находитесь. У нас такого нет. Если ты скажешь пересечение улицы, люди не сразу понимают. Поэтому у нас немножечко другое. У меня в мозгу, в моей голове заложена немножечко другая система. И поэтому мне сложно, да, это все акцентировать как бы на этом, ну, внимание. Также насчет тенге. Первоначально мне было сложно первый день. После я уже более-менее смогла все нормально, то есть это проводить. Это как бы было не так сложно на самом деле. Кстати, мне как-то говорили то, что я очень сильно закатываю глаза всегда. Извините за это. Это реально, наверное, привычка. Еще я очень часто моргаю. Вот. Потом были какие-то такие комментарии, типа, когда приезжаешь в Казахстан, надо заранее расписывать все свои дела. Знаете, на самом деле, может быть, это и так. Если бы я приехала сюда не одна, а приехала бы, допустим, с семьей, с подружками, я бы, наверное, это все и расписывала, я бы это все как бы было бы у меня по полочкам разложено. Но я приехала чисто посмотреть город, чисто познакомиться с людьми, общаться именно с фанатами. Да, я понимаю, что у меня может быть не так много подписчиков, я не какая-то шибко такая популярная личность, да, но на самом деле на концерте Ninety One, даже сегодня и вообще, в принципе, когда я иду по улице, не все, но все равно люди обращают внимание, особенно на концерте Ninety One меня узнали очень многие Eagles, очень многие фанаты Ninety One меня узнали, и поэтому как бы я не считаю себя шибко знаменитой, да, но мне было приятно такое, то есть, и поэтому, и опять-таки поэтому, как бы я и... Один вопрос, кстати, был вот насчет, почему, типа, называешь ты это фан-встречей, потому что все так называют, извините, конечно, но если человек приезжает куда-то и говорит, что давайте встретимся так, это как бы, ну, и называется фан-встреча, и чисто как бы, если кому-то это не нравится, ну, это уже как бы ваши проблемы. Также был один комментарий в плане того, что почему на концерте Найти Ван ты заметила только негатив, потому что если не говорить про негатив, все будут думать, что все шикарно, но отрицательные моменты были на концерте, отрицательные моменты были в самом Казахстане, и извините меня, от этого скрывать, как бы, но это неправильно. То есть, если я всегда буду говорить, что все очень хорошо, все шикарно, это буду не я. То есть я не такой человек, я привыкла говорить все как есть, и я не должна подстраиваться под других людей. Я как бы, мне кажется, это правильный выбор все-таки будет. И на самом деле, мне девочка пишет, мы тоже были на концерте, никто на концерте там типа не толкался, даже одна девочка поделилась зонтиком. Я вам скажу, вам очень повезло, потому что лично нас и девушку, которая стояла возле меня, она, кстати, лет на 6 на меня, наверное, старше, и ее, честно, толкали, то есть мы стояли, ее чуть ли там, знаете, вот, ну, не тыкали в нее, да, как бы пытались пролезть, и уже я заступилась за нее и сказала, мы тут давно стоим, пожалуйста, типа, ну, не лезьте сюда. И мне говорят, типа, ты заметила негатив, потому что ты сама, типа, возле себя всегда держишь негатив. Значит, ты сама такой человек. Не знаю, со сколькими людьми я общалась в Казахстане, все говорили, что я очень прикольная, открытая, положительный такой человек. Может быть, серьезно, но я говорю, если не говорить про негатив, люди будут думать, что всегда все шикарно. Но так неправильно, на самом деле. То есть в самом Казахстане, самой в Алмате, также, в принципе, на концерте Ninety One были такие люди. Есть такое, даже не люди, есть какие-то моменты, где реально отрицательные, даже это не негативные моменты, а просто отрицательные, что мне
не было не понять. То есть я не привыкла к такому отношению. Допустим, я уже как бы во влоге, да, я вот в следующем влоге, когда буду выпускать, я уже говорила, для меня было дико, что у вас, допустим, платные парковки. Для меня это было очень дико, потому что в России, в моем регионе такого нету. У нас без проблем можно оставить машину и уйти куда тебе надо, как бы, и человек как бы, ну, не парится насчет этого. Также для меня было дико в плане автобусов, то, что автобусы у вас ездят не так, не допоздна, и то, что вы ловите, допустим, такси. Для меня это было необычно, и поэтому я этому всегда удивлялась. Как бы сейчас я, да, я со временем привыкла, но все равно для меня это очень необычно, и серьезно. У нас в стране, у меня в регионе такого нету. То есть, если ты будешь стоять таксовать, извините меня, таксист просто проедет мимо, и даже не таксист, а обычно люди обычно проезжают мимо, то есть не все готовы кого-то подвозить. Как бы, да, за какие бы шиши там ты, допустим, на это бы не сделал. Вот, потом, в принципе, что комментарии на самом деле были очень разные. Я говорю, среди них были положительные комментарии в плане того, что, типа, вот почему реально вы зовете, типа, в гости, приезжая в Казахстан, а потом, типа, поступаете так, что не встречаете гостю, там ничего не делаете. Да, я понимаю, как бы я на это уже перестала как бы обижаться, потому что, ну, люди занятые, да, у всех свои проблемы, у всех свои планы. Как бы одна девушка или, может, парень, честно, не знаю, как бы написали, что вот у меня, типа, есть сын вечно с утра до вечера на работе, и поэтому, типа, нету времени у него. Я прекрасно понимаю, я же не заставляю, то есть, таких людей прибежать ко мне там навстречу, да, все мне показать, давайте все. Нет, я такого не делала, то есть я чисто писала в Инстаграме, кто хочет меня увидеть, я буду на Арбате в такое-то время, приходите, встретимся. И одна девушка, серьезно, она увидела с фан-встречи, вот как раз-таки прошлое видео, она мне писала, что я после работы сейчас же прям приеду. И так и получилось, то есть на Арбате я ее встретила, мы с ней поговорили, обсудили, все, как бы, какие планы, все, мы с ней как бы договорились об этом. Поэтому, кто на самом деле хотел, кому это было важно, кто хотел реально увидеть меня, у тех это получилось людей сделать. Кому это было, ну, не важно и не интересно, те как бы, ну, не постарались, даже не приехали. И я, в принципе, не обижаюсь, то есть я говорю, я не ожидала, точнее, у меня не было ожиданий в плане того, что придут дофига человек, у меня будет какая-то такая прям пипец фан-встреча и все такое. Мне было приятно и то, что вот, допустим, сегодня меня молодой парнишка как бы, да, узнал. Потом вчера вот я увиделась со своими фанатами, тоже это были мальчики, они подъехали на Арбат. На концерте Ninety One было много людей, которые меня узнали. Также на показе фильма, то есть есть и будут люди, которые меня как бы знают, и будут меня признавать, и как бы вот. И вот за это, и вот именно этим людям я хочу сказать огромное спасибо. Спасибо, что вы реально ко мне подходили, не стеснялись меня и фоткались со мной, потому что для меня это было очень важно. И каждого человека сейчас в Инстаграме, то есть я называю своих фанатов, подписчиков, Минена была Пандарым, я уже говорила, да? То есть и чисто я вот их отмечаю всегда, я их всегда посты делаю, потому что для меня это важно. Это поддержка, это опять-таки общение, это друзья. Из-за того, что я сюда приехала, я познакомилась с очень классными девчонками. Вот с одной сегодня мы гуляли, с Альнур, господи. Это просто такой человек, который, не знаю, она до такой степени открытая, до такой степени простая. Она мне все показала, она меня свозила на Медео, да, она мне показала Бао говорю, как то Б. Хотела меня свозить на Бао, но у нас по времени как бы не получилось. То есть тот человек, который сделал абсолютно все, чтобы я как бы посмотрела Казахстан, чтобы я была счастлива. И вот огромное спасибо ей. Также были девочки, которые также являются Eagles, которые меня вот встречали, мне помогали, подарки мне даже, то есть, подарили. То есть были такие люди, которые, ну, в общем, очень сильно мне прям, ну, помогли в этом плане. И вот за это огромное спасибо. Мне очень приятно, что все равно есть такие люди, которым я не безразлична, и это клево на самом деле. Вот я почему-то опять начала плакать. Я не знаю, я всегда очень сильно люблю плакать. Это просто когда такое, знаете, говоришь такое, что тебя за душу взяло, да, вот, и чисто вот так получается всегда. И поэтому Казахстан, не скажу, что оставил какие-то отрицательные, негативные впечатления, да, все-таки больше было положительного, то есть, хоть да, и первое время я была расстроена, мне было неприятно, я думала, что я увижу просто больше людей.
Я говорю, мне было важно именно общение. Я хотела встретиться с побольше людьми, узнать людей, вообще именно узнать людей. Потому что каждый человек по-своему уникален, и узнать каждого человека по-своему, допустим, это какое-то богатство. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, это на самом деле так. Как бы бумерангом все возвращается. Если вот сейчас Альнур помогала мне, дай бог в будущем, когда она приедет там в Россию, да, или еще куда-нибудь, я буду помогать ей, или найдется тот человек, который будет помогать ей. То есть это все возвращается бумерангом, и это на самом деле есть. Вот, и поэтому, блин, ну это на самом деле очень клево. Я очень благодарна именно вот тем людям, которые меня встретили, которые мне помогли, которые мне показали вот именно все красоты Казахстана, именно раскрыли вот этот красивый как бы город Алматы, и это стоит уважения. Я просто вот реально держа руку на сердце, да, на сердце, как на сердце правильно говорится, я просто благодарна вам, то, что вы поддерживаете меня и смотрите. Вот, надеюсь, в следующем году как бы я опять накоплю деньги и опять приеду, посмотрим, как получится. С молодым человеком я приеду или нет, или с подружками, может быть, опять-таки одна. Но теперь, когда я приеду, я буду знать, что у меня есть подруга Назым, у меня есть подруга Альнур, у меня есть пара друзей парней, то есть которые реально готовы меня встретить, свозить, показать, все сделать, чтобы как бы мне было комфортно. И я ради этого и приезжала, чтобы чисто завести знакомство, чтобы познакомиться с людьми, побольше узнать их и чтобы у меня было много друзей. Потому что это очень клево, когда реально у тебя есть знакомые по всему миру, и ты можешь без проблем к ним обратиться, и они помогут к тебе. Вот это на самом деле так. Я не знаю, как у вас, но чисто для меня, допустим, это очень важно. Вот. Не знаю, не помню, что еще хотела рассказать. Просто хотела поблагодарить, потому что все равно отдых в Казахстане был на самом деле очень крутым, мне понравилось, и надеюсь, в будущем, когда я буду еще приезжать, с каждым разом все будет лучше и лучше. И я даже не жалею то, что, допустим, я не попала на Чембулак, не попала я на Бау, не попала на Боровой, да, ну на все вот эти вот как бы ваши тоже классные курорты, классные места, потому что если бы я это все посмотрела, вот, допустим, за этот мой приезд, больше не было бы смысла, допустим, как бы возвращаться. А так у меня есть, опять-таки, стимул вернуться, посмотреть достопримечательности и вернуться из-за людей, опять-таки, из-за моих новых друзей. Вот, наверное, все-таки все сказала, буду прощаться, потому что я вот собираю чемодан, и завтра я уже в 4 часа дня я уезжаю с Алматы в Петропавловск. Всех вас очень люблю, спасибо, что меня смотрите, спасибо, что остаетесь со мной. Влоги будут, но они будут тогда, когда я приеду с Казахстана в Россию. Поэтому ждите, скоро увидимся. Сау.